Представитель «Зеленой альтернативы» Виктор Бетехтин едва ли не в каждом своем публичном выступлении подчеркивает значимость экологической повестки. Люди имеют право на благоприятную окружающую среду. Ранее он и его соратники по партии обнаружили под Ухтой превышение радиационного фона. Последние неприятности из Княжпогосского района. Вот вчера у нас был, после нашей проверки, был иск против, точнее, за людей города Емвы и против администрации города Емва, то что там были некоторые районы брошены без управляющей компании и в груды мусора. Это очень важно, такие проблемы нужно решать уже сейчас. Второй момент, у нас все-таки есть проблемы по примеру, допустим, Жешерта, где фанерный комбинат не установил фильтрацию, либо бумажкам просто сделал так, но люди по ночам приходится дышать пылью отходами этого комбината, которые выбрасываются в воздух. Такого быть у нас не должно. Андрей Никитин от ЛДПР рассказал о своем видении региональных проблем. Они, по мнению Никитина, есть едва ли не везде. И в медицине, и в экологии, и в социалке. Вот основной месседж. Со всеми проблемами республика справится сама. Но все же от помощи федерального центра отказываться не стоит. Я действующий депутат в Усинске, езжу поездом. И с каждой поездкой говорить фразу, что я депутат, становится страшнее. Люди на взводе. Люди просто устали. Поэтому, дорогие земляки, мы северный народ, мы гордый народ. Мы будем встречать свои проблемы сами, и решать их сами мы будем. Да, нужен федеральный центр, да, нужна поддержка. Общими усилиями справимся. Политика государства должна выстраиваться в интересах людей и общества, заявляет Сергей Пономарев. Справедливость, равенство и брежневский социализм. Пономарев уверен, надо вернуть утраченные ценности советского государства, которые на протяжении многих лет внушали ощущение стабильности, равенства и беззаботного завтра. Если мы посмотрим на наши медицинские учреждения, все они построены еще в советские времена, коммунистные. И большая часть из них это как раз сейчас находится в аварийном состоянии. Необходимо строить новые. Не ремонтировать то, что невозможно уже отремонтировать, а именно строить новые и обеспечить нашим гражданам качественную медицинскую помощь. Владимир Уйба в своем выступлении обозначил главные направления программы развития республики, которые были выработаны по итогам его поездок в города и районы, и с которыми он обратился к президенту страны, получив поддержку. Строительство и ремонт дорог, переселение из аварийного жилья, развитие строительной отрасли, возведение социальных объектов, школ и больниц, создание реальных условий для развития региона. Мы сегодня зарабатываем в год 260 миллиардов. Мы как республика. И вот все мы с вами налогами. И поэтому, конечно, я президенту именно эту идею и озвучил, что нам нужна программа развития с небольшим понижением отчисления в федеральный бюджет на эти 4-5 лет для того, чтобы нам разрубить вот эти гордиевы узлы. И с тем, чтобы нам вывести на другой уровень и начинать зарабатывать. Потому что основная идея – не ходить и просить каждый год. Основная идея в том, чтобы эту программу запустить и запустить экономику. По оценке Владимира Уйба, уже в течение 3 лет экономика нашей республики начнет расти, а жители региона перестанут думать о том, как покинуть родной край. Желание остаться и развивать его станет сильнее. Алексей Корчма, телеканал Юрган, Сыктывкар.